людей надо как-то маленько приучать, нужно улаживать конфликт между обычными горожанами и собаковладельцами, ну и строить такие цивилизованные взаимоотношения. Диана Ахмедшина – член Совета общественной организации «Зоозабота», организации, которая помогает бездомным животным. В Гуркинско-Аметьевском парке она выгуливает Элвиса. Говорит, нашла щенка на помойке в Аракчино. Вид он имел жалкий, взяла на передержку. Теперь Элвис – полноценный член семьи. Каждый день сюда, в парк, на прогулку с четвероногими друзьями приходит как минимум 100 собаководов. Поэтому, отмечает Диана, «Зоозабота» и вышла с инициативой. Мы были очень удивлены, насколько инициативу быстро поддержали. То есть люди были готовы, люди хотели. И самое интересное, что было видно, что помогают те, у кого нет собак. Просто те, кто хотят, чтобы город стал действительно чище. На аллеях парка прошлой осенью появились вот эти 5 док-боксов. Теперь, если собака не дотерпела, не успела добежать до площадки для выгула, не беда. Вот она, урна для собачьих экскрементов. В перспективах у нас подготовиться к летнему сезону и установить эти самые ящички вдоль тропинок, вдоль прогулочных зон, именно по пляжам. Мы выступаем таким неким оператором, то есть мы соединяем тех, кто хочет помочь, и тех, кто нуждается в помощи. Установить док-боксы помогла площадка проекта «Карта инициатив». Тимур Сафин отмечает, размещать свои идеи и предложения на сайте могут как физические, так и юридические лица, совершенно бесплатно. Команда специалистов оценит идею с точки зрения экономической целесообразности, реалистичности подходов, а также поможет инициативу грамотно упаковать, займется ее продвижением. Кстати, сейчас на сайте порядка 40 инициатив, в реализации которых можете помочь и вы. Площадка существует в обновленном варианте 7 месяцев, и за 7 месяцев удалось за счет юридических и физических лиц собрать порядка 520 тысяч рублей. Сегодня вашу помощь очень ждут родители особенных детей. Мы в Лениногорске. На карте инициатив размещена просьба о помощи в обустройстве семейного дома. Колокольчик звенит. Здравствуй, здравствуй, говорит. Центр помощи особенным детям, страдающим аутизмом и ДЦП в Лениногорске появился 2 года назад. Председатель общественной организации «Дари добро» Гузель Нугуманова отмечает, это семейный дом. Инициатива его создать принадлежит матерям. У самой Гузель тоже особенная дочка. В Лениногорском районе 2016 год было 326 детей. Ежегодно, если смотреть статистику по Татарстану, то на 150 детей именно по республике становится больше. А в самой организации на сегодняшний день 86 семей у нас. Это очень тяжело, когда не знаешь, что вообще нужно делать, когда сталкиваешься с этой ситуацией. Дарья Звященко с дочкой в семейный дом приходит почти каждый день. При рождении врачи поставили Злате диагноз ДЦП. Благодаря добрым людям, говорит Дарья, здесь в центре дети могут развиваться. Женщина согласилась проводить ЛФК. Очень много специалистов у нас безвозмездно приходят к нам, проводят мелкую моторику, логопедию у нас есть. Сейчас мы находимся на будущей кухне, где дети будут учиться готовить. Благодаря помощи меценатов, отмечает Гузель, уже удалось сделать многое. Сейчас необходимо доделать ремонт коридора и сделать сенсорную комнату. Вот здесь как раз-таки будет наша сенсорная комната. Здесь надо все делать. И пол, и потолки, и стены. Окно менять, естественно. Сенсорная комната очень необходима для психологической разгрузки особенных детей. Для ее создания и проведения ремонта в коридоре нужно 100 тысяч рублей. Именно эта просьба и размещена на карте инициатив. Нам нужны, как правильно сказать, добрые люди. Не люблю слово спонсоры, в принципе. Но я думаю, что милосердие все равно люди проявят и помогут нам доделать уже начатое все это. Руководитель проекта «Карта инициатив» объясняет, как устроена площадка. Чтобы помочь или разместить инициативу, нужно зарегистрироваться. На сайте появятся различные инструменты. Кстати, помочь можно как материально, так и сделать репост в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме или интересной идее. Интересная инициатива, опять-таки, на контрасте. Да? Детский сборник литературный в Зеленодольском районе. Дети писали в литературном кружке стихи. Да? И им было очень важно, и они очень хотели все это обернуть в некий сборник. Инициатива порядка 10-11 тысяч рублей. Ну что это небольшие деньги. Граждане активизировались, поддержали.
В рамках сюжета мы хотим вам рассказать еще об одной инициативе. Группа Джуна готовится записать свой первый альбом и очень надеется, что вы поможете исполниться мечте. Группа существует 2 года. Ребята сами пишут музыку на стихи татарских поэтов, выступают в стиле инди-фолк. Наша фишка то, что на татарском языке, но при этом музыкальный материал у нас больше ориентируется на европейские какие-то стандарты. И еще наша особенность то, что мы не зацикливаемся на каких-то инструментах, на стандартном наборе инструментов. У нас вот очень много перкуссий, флейт разнообразных. У нас уже есть мини-альбом, туда входит 4 песни. Теперь мы решили сделать полный альбом, так скажем, с более качественным звуком. Это требует, соответственно, соответствующих вложений, поэтому мы обратились к арт-инициатив. Для записи сборника и изготовления дисков необходимо 168 тысяч рублей. Сергей Темляков, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. 7 дней.